Патрон. Маузер. Вот. Немецкий патрон. От Маузера. С этим они пришли убивать моих предков. И почему я должен оставить своих предков на поле боя, не похоронить правильно, да? Это же тоже неправильно. Этот немецкий патрон был найден под Можайском, городом, где с июля по октябрь 1941 года возводилась Можайская линия обороны протяженностью 220 километров. Долговременные огневые точки, окопы, противотанковые рвы – все, чтобы сдержать натиск наступающих войск вермахта. Меня зовут Токмаков Юрий Владимирович. Поиском я занялся с 2014 года. Я был на слете инвалидов, соревнования было среди инвалидов Республики Башкирия. И к нам приехал Ильдар Зинурович Бибаев с Волковым Владимиром Сергеевичем. И Ильдар Зинурович предложил мне заняться поисковым движением. Юрий не местный, он из Башкирии. В составе поискового отряда приехал сюда, чтобы найти останки павших советских солдат. Найти и передать родственникам для дальнейшего захоронения со всеми воинскими почестями. Я и юристом работал, и частное юридическое как свое открывал. Ну, город скучно, не было заняться таким. И когда вот именно занялся поиском, меня совершенно вот прямо вот перевернуло все. И все, вот совершенно, жизнь совершенно другая. Ну, вот прям тот человек и сегодня, это совершенно, можно сказать, два разных человека. И все-таки есть кое-что общее и в то же время отличающее его от других поисковиков. Это зрение, точнее его отсутствие. Юрий слабовидящий и в своем деле больше привык доверять рукам, улавливая вибрацию при работе щупом или чувствуя малейшие шероховатости на найденных предметах. Допустим, может имя нацарапано бойца, допустим, да, фамилия. И представляете ли, допустим, имена эта кружка, да, и приехал куда-то в Башкирию, передали родственникам. Естественно, родственники будут ее хранить, да, как солдатская, их дедушка это пил из этой кружки. Вот ножик, на ноже также вот может быть на таких вот тоже что-то выбито. Наверное, самый активный поисковик у нас это Юра Токмаков из Мелеуза. Он инвалид по зрению, то есть один глаз у него вообще не видит, а второй видит очень-очень плохо. Вот. И у него уже огромнейший опыт экспедиций. Он находит солдат и довольно-таки много, зачастую даже больше, чем ребята без инвалидности. В региональном отделении поискового движения про Юру Токмакова уже ходят легенды, как слабовидящий нашел останки красноармейцев там, где не раз искали зрячие и ничего не находили. Коллеги по цеху рассказывают об этом не без гордости. В болото, в грязь, знаете, такая жидкая грязь, вот воронка, из которой откачали воду, там вот все хлюпает, булькает. И вот Юра полез вот в эту воронку и нащупал руками, вот он вспоминал, что он руку засунул вот в эту жидкую грязь и рукой щупает, и такое ощущение, говорит, как будто поленница сложена. Получилось, как будто я в дровницу руку сунул, именно как дрова сложены. Я туда руку сунул, схватился за, как говорится, за кость берцовую и вытащил ее. Смотрю, да, действительно, там люди, солдаты. Мы начали делать раскоп, расширять раскоп, все поднимать. И в этой воронке оказалось 11 человек. И если почитать, вот у Алиева там буквально вот по дням, в этот день там раздавалось. Кстати, про коллег по цеху. Кроме Юры, в уфимском поисковом движении работают еще несколько специалистов с ограниченными возможностями здоровья. Можно сказать, это специальное подразделение, которое в основном работает в архиве. Ребята помогают найти упоминания о фронтовиках по документам, письмам, свидетельствам военкоматов, восстанавливая таким образом боевой путь красноармейца, его звания, награды, словом, все, что только можно найти. Иногда бывает... Человека находят быстро, буквально, но проходит время полчаса, находится фамилия, имя, отчество и где он переживал. А иногда надо посидеть, полистать бумаги часа, день-два. И это как повезет. Может он на поверхности лежать, а может он на самом низу. Пока эту
эту стопку документов перелистаешь. У Евгения Крупинина легкая форма ДЦП, поэтому он никогда не работает в поле. Женя специалист в другой области. С моего отряда мальчишки говорят: Лен, мы так не можем работать, мы можем там неделю посидеть, там 3 дня посидеть, но год за годом, месяц за месяцем листать архивные документы, уж извините, ну нет. Вот здесь ребята уже 7-й год работают с архивными документами. Мы работали с документами военных комиссариатов. Сейчас работаем с Национальным архивом. Дальше планируем работать с архивами администрации и фильтрационными делами. То есть это те, кто был в плену и проходил фильтрацию, вернулись с фронта. То есть это огромный пласт работы. И вот мои ребята как раз могут с этими документами работать тщательно и кропотливо. Копаться в архиве – это не одно и то же, что раскапывать, к примеру, блиндаж. Здесь требуется особое внимание. Сколько предстоит изучить архивных документов, пока не найдешь хотя бы одно упоминание о нужной фамилии, точно не знает никто. А ведь существуют еще и однофамильцы. Что я чувствую? Я чувствую первым делом, что я не просто так, а нужен обществу и несу какую-то частичку, не просто так, а несу частичку какого-то добра в люди. Тут не торопись, все меры безопасности. Я иногда думаю, да, ну вот мы солдат подняли, да, успокоение души ихнее. Но в основном-то это надо-то не им, а нам, чтобы мы помнили, чтобы дети, которых поколение будущее, чтобы они помнили, видели вот эти вот, которые мы там находим и приводим домой, и делаем музеи, показываем на выставки, школьные музеи, на 9 мая выносим. Сразу родители, которые, может, когда-то не говорили детям об этом, начинают рассказывать, что да, была война тогда, и вот это вот вещи оттуда, с этой войны. Это котелок советского солдата, и вот здесь вот нарисован самолете. Тоже мальчишкам может быть интересно. Вот из таких вот ели. Наверное, Это Карим Гибадуллин, наш незапланированный герой. Этого мальчика мы встретили в Туймазинском районе на выездной выставке регионального поискового движения с экспонатами времен Великой Отечественной войны. Сначала Карим скромно разглядывал солдатские каски, патроны, фрагменты боеприпасов тех лет. Но оказалось, что в свои 12 лет он неплохо разбирается в истории, в доказательства без особого труда смог подробно рассказать, где и кем служил его прадедушка. Он служил в 7-м кавалерийском корпусе, служил в седьмом противотанковом отделении. Карим не исключает, что когда подрастет, тоже будет помогать искать останки советских солдат, чтобы захоронить их со всеми почестями. Мальчик уверен, что рассказывать про это нужно как можно больше. Некоторые же могут и не знать эту историю. А почему не надо забывать эту историю? Ну, если мы работаем, то это может исчезнуть из нашей памяти. А до тех пор, пока Карим подрастает, в полях под Можайском до сих пор идут раскопки. Поисковики ищут следы советских солдат каждый день, разделяя огромные территории на сектора, чтобы прочесывать их метр за метром. Не пробовали вот по квадратам работать? То есть вот отработали квадрат, вот как мы в Ленинградской области. То есть берете квадрат, отрабатываете, полностью зачищаете, потом переходите к следующему квадрату. Сказать, что работы в этих местах еще много, это не сказать ничего. Сколько именно и где точно лежат останки, можно только догадываться. Поэтому поисковики стараются зацепиться за любой найденный предмет. Фляжка красноармеец. Конечно, мы все понимаем, что, допустим, да, в бою, допустим, бегать и прыгать со стеклянной фляжкой, ну, довольно разобьется все, ну, не будет воды. Ну, были вот такие солдатские фляжки. Так как алюминий весь шел на производство самолетов. Алюминий был дефицит на тот момент, да, и все пытались, все переоборудовали, сделали вот такие фляжки, раздавали уже красноармейцам. К сожалению, время играет против нас. Пролежав десятки лет в земле, вещи рассыпаются, забирая с собой
всю информацию, но так или иначе, работы здесь еще много. Эти ребята намерены найти всех. Разве должен человек под дорогой под эти лежать? По нему ходить, машине ездить? Как говорится, все это пинать кто-то будет его. Где-то бывает и кости торчат из земли. Наезжают, пнут, сломают. Но это же неправильно. Если мы его поднимем и похороним, это же правильно. А не так, что... Как же мы будем относиться, любить историю свою, помнить историю? И тому, когда мы плюнули на тех солдат и не можем последний сделать для них. Вот последний взять, правильно похоронить, по-человечески похоронить. Как должно быть. Когда к нему придут, положат цветы, вспомнят его. Это же, должно быть так.